2001 году, наверное, в 2002 году по телевизору мы узнали, что нашел военнослужащий отца свою на территории Германии, какой-то лагерь, и съездил, убедился, поклонился. Но меня поговорили дома с супругой, как же это найти этого человека. Ответ нам дали, что корреспондент работает уже в Волгограде на телестудии, Юревич Тамара Владимировна. Доехали мы до Юревич, позвали ее, встретила она нормально, рассказала, что надо искать через Арользен, Международная служба розыска. Это находится в Германии. Но она адрес нам дала, не с первого захода, а там еще какие-то надо были, там нашла нашла человека, который может дать помочь этот адрес. Тогда было. Да. При посольстве Германии был союз помощи военнопленным, но касалось это немецких военнопленных, которые здесь захоронены. И есть работающий человек, именно находится в посольстве. Дала номер его телефона, и мы позвонили туда. Его звали, уже забыл, как его звали. Но он периодически только в Волгоград появлялся. И он периодически как бы объезжал вот эти кладбища вместе с немцами. В том числе вот село из села Подовитов нашего Младебетовского района. Они перезахоронили вот в Рассошке, в Волгоградской области. Это вот на выезде есть эта дорога, которая федерально идет. В сторону аэропорта. И вот она дала номер телефона этого человека, и мы с ним связались. Это, конечно, был долгий путь. Не один год. Тогда еще такой открытости сведений по военнопленным не было. Ну, появлялись вот такие единичные какие-то сведения. Кто-то писал в архив, кто-то получал. Так вот, чтобы прям вот напрямую там выходить или что-то такого не было. Никто еще не знал, что есть компьютеры, что можно какие-то найти эти карточки для военнопленных. Тогда не было. Абсолютно никто не знал такого. И мы, наверное, в течение 3 лет вот этим поиском занимались, кто бы нас мог встретить там, соответственно, показать это все и так далее. И он почти, наверное, вот в течение 3 лет мы переписывались с этим городом Арользеном, и потом вот на этого человека вышли. И он нас познакомил, Мухин Иван Иванович, Владимир Викторович. Это записано у нас, гражданин России, то есть он был. Нас он заочно познакомил, дал номер телефона, и мы напрямую через переводчика вышли на его. Звали гражданин Германии Вернер Буш. Соответственно, мы ему объяснили, что у нас есть сведения, нам прислали из Международной службы розыска выписку из карты военнопленного, и плюс мы через этот же центр Арользена получили справку о смерти. Они, значит, нам написали, куда написать, и оттуда нам ответили. Но прежде чем найти отца, как мы должны были доказать, что это он? Так как фамилия у нас была разная, у него Ренеев, у нас Басанов. Когда мы написали письмо, что вот у калмыков берется имя отца фамилии, так как мы были репрессированы, и паспорта выдавались при выезде, вот сын его со слов матери записал, что Басанов Александр Ренеевич. А на самом деле вообще он должен был писаться Ренеев Александр Басанович. Ну, поверить они нам как бы поверили бы, но у нас разница была еще не рождения отца. Год. Год рождения. День рождения мы вообще не знали, но год мы предполагали так. Если мать у нас 13-го года, ну, наверное, и отец 13-го года. Они опять нам написали письмо, что он числится у нас не 13-го года, а 5-го года. И вот однажды мы поехали к своим друзьям, и мама его, нашего друга, сказала: Саша, отец твой 5-го года, а вот я ровесница твоей мамы. Поэтому никак он не может быть 13-го года. Ну, мы, соответственно, свидетельские показания как бы переписали и отослали обратно в этот город Арользен. И тогда они нам выслали карточку военнопленного. На карточке военнопленного было написано: Ренеев Басан Хахаевич, 1905 года, красноармеец, 110-й кавдивизии,
пленен в районе Ростова На Дону. на Дону такого-то числа. Дон. В августе 1942 года. В июне. Как раз вот, или в июне 1942 года, как раз когда шли самые ожесточенные бои. Да. Находился он в лагере для русских военнопленных, Шталаг 326, располагается в городе Штукенброк. Это на границе с Бельгией, с Францией. Самый крупный лагерь для русских военнопленных. В то время. В то время. Умер он в 1944 году, 12 июня, в лазарете для военнопленных от туберкулеза. На карточке был штамп, что он пригоден для тяжелой физической работы. И вот, кстати, когда говорили земляки его, они говорили Саше, что действительно он очень тяжелый был труд у него, и он, обессилевший, все время лежал, не мог, видимо, дойти до этой своей, ну как она там называлась у них, я не знаю, лежак или... Нары. А он говорит, вот на полу. И мы, говорит, его еще предупреждали, смотри, ты заболеешь. Кстати, вот военнопленных этого лагеря искали на работу в Русской, угольный бассейн. Там, значит, было написано туберкулез. И было там написано, значит, где мы могли получить бы справку о смерти. Справку о смерти, это был город Падеборн, находящийся рядом с этим городом Штукенброк. И мы туда написали письмо, и они нам так, с печатью, со всеми исходящими данными дали справку. И вот мы этому Вернеру Бушу, соответственно, выслали факсом все эти данные. Он удостоверился, соответственно, мы свои данные, паспорта, все дослали ему. И тогда он только посчитал нужным, что нас пригласить. Место захоронения отца. Тогда, как всегда, долго ждали паспорт заграничный. Очередь выстояли в немецком посольстве, чтобы там прожили там мы какое-то время, чтобы нам получить эту визу. В общем, как бы никогда за границу не выезжали. Хотя мы немножко знали немецкий язык. Но все-таки это было как-то очень волнительно, очень беспокойно. Съездили мы в Унгантырячи, взяли землю оттуда, воду оттуда. Ну, соответственно, все, что необходимо там. На том месте, где они жили. Ну и поехали мы в дорогу. Встретил он немец пожилого возраста, очень энергичный. 81 год ему было тогда. Очень, да, энергичный тогда. Такой он. 2006 год. В 2006 году, в сентябре месяце. Октябрь. Прекрасная погода, прекрасные места, очень ухоженно. Конечно, он сам волновался очень. Поезд немножко задержался, и он, оказывается, всем тем, кто находился там на вокзале, объяснял, что вот должны азиаты, так как он видел, кто такие калмыки, мы, конечно, не написали, а просто фотографии свои. И что вот если они будут меня спрашивать, то значит я встречаю Вернер Буш. А то вот опаздывает поезд, а вдруг они мимо меня пройдут. А мы вышли в 5 часов утра на вокзале, и пустой перрон, и мы вдвоем с ним стоим. И думаем, куда же нам пойти. Темновато было. И мы видим, что на лестнице поднимается мужчина пожилого возраста и кричит, рукой машет и кричит: «Базанов, Базанов, я Вернер Буш, я вас...» На немецком языке он говорит: «Я вас встречаю». Подошел, подхватил нашу с коляской эту сумку, с таким этим, да мы сами, нет, значит, все. И всем объяснял, шел по дороге на вокзале, вот я встретил их, значит, посадил на машину. Такой радостный был. Да, и почему-то он первым долгом посчитал, что надо нас отвезти покормить. Не знаю почему, может быть, мы слишком такие миниатюрные. Устало видел. Не скажешь, что он сам такой, он нормальный был. Шел, и всем, куда он не заходил, он все им говорил: это Базановы, это калмык, это мы уже сказали, мы калмыки. Калмык, значит, я Вернер Буш, значит, я их встречаю. Человек очень
показался нам сразу с первой Он встречи сам за рулем был. дисциплинированный, очень такой, знаете, порядочный, видимо, и его волнение, как наше волнение ему передалось, и сам он волновался. Отвез он нас в пансионат, или как он там называется у них, пансионат, не гостиница, а С пансионат. Билефельда до Строил нас, Штыгенброка да, строил. 25 километров. Строил нас там и сказал, что я в 10 часов за вами заеду. Мгм. Он, наверное, как-то переживал, как мы будем чувствовать все-таки там. И он не сразу сказал, что я вас поведу именно на место захоронения. Сначала он помнил с этим документационным центром, показал Барак был. документационным центром, который находится на территории нынешней школы полиции. Объяснил нам, что полицейских учат на основании этого, Учебный центр. что был такой период в Германии, и мы, значит, должны научиться на этом, как себя вести и каким быть гражданином Германии. Вот так нам объяснил. Рассказал о себе немножко, что он был военнопленным. В 17 лет в конце войны попал на фронт и впервые узнал, что есть люди разного цвета лица. До этого он не предполагал. Он знал, что есть такой тип лица, как немцы, но других он никогда не видел. Что есть люди, которые говорят на разных языках. И в конце войны он попал в английский плен. И провел он там 4 года. И в связи с тем, что он был в плену и видел такие невзгоды, которые, как он сказал, не сравнишь с невзгодами русских военнопленных и других французов, итальянцев, память, он решил создать вот этот документационный центр на голом месте. Хотя там, конечно, было не голое место. Там было кладбище для русских военнопленных. Там погибло 55 тысяч. Только похороненные. 65 тысяч человек по списку, по картам военнопленных. И там же на этом кладбище перенесли потом гражданских лиц, которые были пригнаны из России, из Польши, там, из других стран, и которые тоже там умерли, и их перезахоронили на это кладбище. Кладбище было большое, но самым приметным на этом кладбище был памятник, который поставили русские военнопленные, которых освободили англичане. 4 И апреля. в последующем над ними курировали американцы. Выжило не очень много, но вот эти русские военнопленные, кстати, есть очень хорошая статья, если вы зайдете в интернет про этот шталак, и там описано вплоть до фамилии, кто поставил этот памятник, и как им помогали, кстати, немцы для того, чтобы создать этот памятник. И на памятнике было на английском, на русском и на немецком языке написано, что здесь покоятся граждане, которые выстояли, не потеряли свое лицо, были военнопленны, но не потеряли лицо. И они наверху поставили, значит, на этом памятнике флаг. Красное знамя. Красного знамени. С этим согласились американцы, с этим согласились англичане. И вот они в течение почти, наверное, 1 или 1,5 месяца сделали этот памятник. Да. И воздали честь вот этим умершим военнопленным, которые имели награды, воевали. Туда привозили с самого начала войны. Специально этот лагерь был создан для русских военнопленных. Там содержали французов, итальянцев, других национальностей, но они были за проволокой. Была изгородь сделана между русскими военнопленными и между теми. Над теми военнопленными другой национальности имели шефство Красный Крест. Они имели свою библиотеку, баню свою имели, что-то еще было у них. Они могли какие-то получать еще пособия какие-то там, видимо. А русских военнопленных ничего не было. Абсолютно. До 1943 года. До 1943 года, значит, на этом кладбище хоронили их в общую могилу. После 1943 года Красный Крест все-таки добился, что русских военнопленных стали хоронить, давать место. И вот наш отец как раз попал в этот период, в 1944 году, что у него есть место
31 ряд, номер могилы этой и номер военнопленного. Просто вот нашему отцу А там повезло, всего что именно 36 рядов. А так вообще 34 ряда. 36. 36 рядов. Вот до 31 ряда всех в общую могилу уложили. И вот он все-таки решился нас туда повезти на второй день. А у них, когда заходишь в такой небольшой музей, там поделки русских военнопленных есть, фотографии. И когда мы зашли в этот музей, увидели портрет. Висит портрет. 30 на 40. 30 на 40. И мы говорим, это калмык. Пилотка в военной форме, уже такая обносившая военная форма, пилотка, но нет вот этой звездочки, их, по-видимому, всех. След от звездочки такой выгоревший. А место вот этой именно звездочки осталось. И мы подошли к Александру Ильичу на такое место, ну вроде какой-то, знаете, с улыбкой, как что это калмык. Фамилия. Так, а они говорят, а мы пишем, что он азиат. А вот эти фотографии и эти документы, оказывается, передал, вот когда создавался Вернером Бушем и его сподвижниками, он создал такое сообщество там, люди помогали ему, а некоторые были против. И вот когда он создал, и вот туда передал все эти данные, все, что было сохранено от военнопленных, врач, который работал там работал врач. В этом лагере, но он был немец или англичанин. Ну, понимаете, наше волнение в тот момент, когда мы подошли к тому месту, где похоронен наш отец, там висит карта. Прям при входе висит карта. Все ряды, соответственно, отмечены. Что я хотела сказать, что мы с Александром Ильичем очень удивились. Они вели документы. Но в 45-м, уже зная, что все-таки победа будет за другими военными, да, тем не менее немцы продолжали вести вот эти документы. Что это было все в порядке, понимаете? Карточки. Передвижение военнопленных по этим лагерям. Самое главное, что удивило нас, что они писали обратно адрес родных. И вот когда мы увидели вот эту карту военнопленных, мы тогда в Воронежин, чтобы подтвердить, что это действительно наш отец, внизу было написано «Жена». Малдербет, Унгантарячи. Кермен звали нашу маму, свекровь мою и, соответственно, жену нашего отца. И вот поэтому мы тогда еще сказали, да, это наш отец, так как жену. Мы высылали туда из ЗАГСа справку о смерти матери, где она написана, мы вам высылаем все данные по поводу нее. И тогда вот это они нам писали, что вы можете получить справку о смерти отца там-то, там-то, там-то. Видите, вот какой путь мы прошли, долгий. Мы были там 7 дней первый раз. Он рассказал, показал фильм про военнопленных. Смотреть этот фильм надо иметь невозможно. Очень большое терпение. Я не выдержал. Все показано там. Психологически. Как их везли, как их привезли, где они жили, что они делали, как они отбирали друг у друга еду. И один из земляков, это нашего отца, когда пришел уже с фильтрационного лагеря из России, уже в Советском Союзе, он после плена посидел. Ну, они их, видимо, заставляли там работать, и он заработал небольшое количество денег, привез нашей матери и сказал, муж твой там остался. Мы его похоронили, в общем, сами они. Но, может быть, благодаря ему мы остались живы. Это, касалось, конечно, не нашего отца, а других. Оказывается, когда умирал кто-то из военнопленных, то получить его порцию они его держали возле себя 2, сколько можно было, чтобы взять его порцию. Вот в связи с этим вот он нашей матери привез немного денег, на что купила наша мать чай. В Сибири это было. В Сибири разделила, заставила Александра Ильича разделить на несколько частей и отнесла всем, кто жил. Соседям. Это был 50 какой-то год, 51-й, 50-й, после того, как вернулся он с фильтрационного лагеря. Ну да. В общем, вот видите, такая вот как бы связь у нас прослеживалась.
Вот показал он фильм, показал 2 барака, в которых они жили. Вот эти 2 барака как раз сделаны музеем. Сейчас. Он сделал, он со своими сотрудниками, и второй немец, который у нас познакомил, это Петер Мюллер, у них компьютеры, помогала им в какой-то степени их администрация их этого вот города Штукенброка, помогали им сподвижники. Они организовали там общество такое, называется «Цветы Штукенброка», которые следили за вот кладбищем, поминали их там все, ну как бы вспоминали не 9 мая, конечно, а в другой день, там в сентябре, там в октябре и так далее и тому подобное. И эта католическая церковь тоже имела какое-то отношение к этому. Вот. Его все, вот этого Вернера Буша, очень уважали в этом городе. И куда бы мы ни заходили, всегда его встречали с таким, знаете, вот приветствием. С почтением. Всегда понимали, что он пришел именно из-за нас. И сказал, что очень мало людей пока знают, и очень мало людей приезжают. А вот вы, как азиаты, это вообще первое, ну, нонсенс в то время. 2006 год был. Соответственно, он, конечно, старался нас немножко отвлечь, экскурсии там делал. Когда мы были, пригласил корреспондентов, все, отвел нас к губернатору этого города. А когда мы были в последний день, Александр Ильич сказал ему: а вы можете дать нам всех тех, кто похоронен здесь? Ну, не только из Калмыкии, а вообще даже если из Калмыкии вы нам дадите, если из России, то это слишком много, но хотя бы из Калмыкии. И он нам принес через 2 или 3 часа откуда-то с другого, видимо, центра, где у них вот это все, так сказать, сохранялось, список 360 с чем-то, да. 360 с лишним человек. Да. Там были некоторые с Кавказа, некоторые с Волгоградского, ну, очень мало, но в основном из Калмыкии. Ну, попрощались мы с ним очень хорошо, держали связь с ним постоянно. Вот эти все годы с 2006-го, но так получилось, что мы не смогли еще поехать. Поехали мы в 2013 году, уже как бы удостоверившись все, что это наш отец. Мы приехали домой. Мы всегда отца поминали это 9 мая. Как всегда вроде, да? Да. А теперь у нас уже был день, уже справка, свидетельство о смерти. И мы 12 числа июня всегда теперь уже вспоминаем про нашего отца и своими родственниками. У нас потом с Александром Ильичем возникла все-таки мысль такая, что надо плиту положить. И мы в 2013 году, узнав, что мы можем это сделать, опять же у Вернера Буша, опять же он нас встретил в 2013 году, помог нам все это сделать. Вера у нас хоть и разная с ним, тем не менее он чувствовал, что нужно все-таки нас отвезти в церковь. И вот он нас отвел в католическую церковь, простоял с нами всю службу, объяснил священнику, он нас принял там, и после службы тоже пообщался с нами. Но был еще один такой, знаете, наверное, действительно наше желание было, наверное, большое. Во время, уже мы, наверное, предпоследний день были во вторую поездку, больше мы знакомились с этими документами. Первый раз, когда мы поселили, у нас как было в основном как бы касалось отца, а это уже мы как-то больше все-таки познавательно о всех военнопленных. Мы хотели еще последний день собрать их всех и как бы с ними на могилке попрощаться уже, помянуть его. Мы первый день цветы возложили, а потом уже решили все это сделать. Все это организовал, конечно, Вернер Буш. У них там не положено оставлять что-либо. Мы попросили, мусор. А может мы рабочим как-нибудь вот все-таки оставим то, что мы принесли. Он сказал, нет, у нас не положено, только вот. В 2015 году приходит письмо. Текст был такой: Иоахим Гау, президент ФРГ, желает возложить венок на кладбище советских военнопленных. В общем, желают, чтобы мы его сопровождали.
при возложении венка президента и возложении цветов на На памятнике, этот памятник, на который памятнике воздвигли советских русские военнопленных. военнопленные. Ну, я не раздумываю, хотя немножко еще после не оправился полностью. Какой же может быть вопрос, раз его надо сопровождать при возложении венка? Дали согласие по электронной почте, и они нам выслали еще визу, документ. Документы все быстренько собрались. Прям это было где-то, знаете, в течение 2 недель. Малодербетовский район весь знал, что мы едем. Все спрашивали, да, так. Ага, ну да, объяснили. Мы поехали туда. И вот мы 3-й раз посетили уже могилу. Нам она уже была знакома. Опять же, нас Вернер Буш встретил, но уже болел. Уже болел. Но тем не менее, от самого начала до конца он был с нами. Соответственно, президент был с нами, общался с нами. Документационный центр он посетил. Был митинг там. Там присутствовал наш посол России Гринин Владимир Михайлович. И наш военный атташе России. И все со всех стран. Человек их Со всех 50-60 всех. со всех стран, которые участвовали в Германии, которые находятся. Туркмении, Азербайджан. Это я имею в виду Россия, СССР. Ну и в то же время другие. Там, Франция, Италия, там, Англия и так далее. Большая очень была церемония такая. Официальная. Выступал губернатор, выступал президент, выступал выживший военнопленный. Один. Ну, не один он, конечно, выжил. Ну да. Почему его пригласили? Потому что он живет в Германии сейчас. Фамилия Лео Франкфурт. Я так помню. Лео Франкфурт. Его, кстати, этого военнопленного, еврей он по национальности, из Питера он, спас вот этот врач, русский врач. Не тот врач, немец, который был, а просто русский врач. Но он просто работал, видимо, не врачом, санитаром, наверное, скорее всего. И он его периодически подкармливал. И он из-за этого вот выжил. А вообще был тоже на грани смерти. Когда первый раз его принесли, видимо, в лазарет. И вот он с тех пор кормил его, и вот он выжил. Он вернулся в Россию, этот военнопленный. Долго прожил в России, в Питере. Приглашали его жить на место жительства в Израиль, но он выбрал Германию. Не знаю почему, но, наверное, он выступает среди школьников. Общественная работа. Написал вместе с каким-то писателем именно про это вот лагерь. Книгу. Может быть, даже, скорее всего, он хотел, чтобы люди познали все это. Вот. Ну и возложили венки. Мы сопровождали президента во всех этих церемониях. Был прием. Потом он отдельно провел круглый стол. В присутствии нас, школьников, каждый выразил свое отношение к этому. Поблагодарили мы его. От главы республики мы отвезли ему письмо. Благодарность этому руководителю документационного центра. Теперь этого центра уже не Вернер Буш, он уже ушел на пенсию, соответственно, а другой человек. Оливер Никель. А этому президенту мы подарили свою книгу «Джангар». И объяснили ему, что в XIX веке ваш земляк, сородич Бенджамин Бергман перевел 2 главы калмыцкого Джангара на немецкий язык. Он был крайне удивлен, и этот переводчик попросил, где это написано. Мы открыли 17-ю страницу, показали, он с таким удивлением прочитал. Удивленно посмотрел на нас. Ну, наверное, скорее всего, когда ему, не знаю, его разрешение, наверное, спрашивали, не знаю, приглашать ли 2 калмыков туда. Скорее всего, готовили вот этот документационный центр, кого пригласить. Наверное. И поэтому, конечно, он был удивлен. Ну, наверное, заранее-то ему сказали, кто такие, откуда мы с ним проработали, соответственно. Он где-то полчаса доклад прочитал, этот Ягим Гаук. И какую он оценку дал? Он сказал, что немцы в Германии сейчас живут благодаря советским военным, живет так, как она хотела и как хочет. Ну, воздал он, конечно, честь.
Да, советским Если бы военнопленным, не которые советские похоронены войска, соответственно, конечно, фашизм не был бы побежден, а нам, немцам, надо всегда помнить, что в середине Европы такое-то случилось тогда-то. Да, эти слова сказаны, переведены на русский язык, соответственно, и, в общем, так-то Иоахим Гаук знал то, что действительно было это сделано именно войсками советской армии. Внимательно слушал. Мгм. Вот тот список, который вам дали. Да. Там 360 с лишним человек. В общем, знаете, Он вот у вас этот есть? список, Вы да, его публиковали? мы опубликовали, мы передали его потом в Хальмгюн, потом какая-то еще была газета правительственная. правительственной газеты была Какая-то была тогда, пресса, в тогда. 2007 году. Но знаете, стали люди звонить нам. Очень много звонили. Кто-то приезжал. Но вот это все переживать через себя, рассказывать, показывать, немножко стало нам с Оксаной Ильиничной трудно. Тяжело, потому что каждый раз мы вспоминали, они плакали, мы плакали, все такое. И я в один из моментов ему сказала, давай-ка мы этот список передадим. И мы передали в Национальный архив. В архив. Он там себя существует. Мы им дали адрес. Кстати, они потом написали. И этот список они еще пополнили. Пополнили еще, наверное, Саксонские мемориалы. Через Саксонский мемориал там специально был. Этот адрес мы им дали. И они пополнили, кажется, еще на 60. Да. Еще на 60 человек. Мы, конечно, больше в Национальный архив не ходили. Люди уже, если вдруг кто-то звонил, мы их отправляли туда. Они, видимо, туда ходили. Многие посетили. Последнее посещение, вот я насколько знаю, не только вот именно этот документационный центр, а там был список похороненных вообще. Германии, Польши. Связь, конечно, есть, но сейчас, по-видимому, многие могут зайти на сайт. Есть 3 сайта, да. Кстати, вот в 75-летие, когда было, есть сайт посольства, российского посольства в Германии, сайт прям есть. Там вообще очень такой обширный сайт. Место, где захоронение. Есть там теперь уже не в немецком посольстве в Москве, а вот именно в посольстве России в Германии в Берлине есть человек, который занимается этим. И теперь многие люди могут ему написать, и он может помочь найти не так, как мы, окольными путями, где-то в течение 3 лет искали. А сейчас можно ему позвонить по телефону или написать письмо по электронной почте. По электронной почте можно переговорить. Все есть на сайте, есть в интернете, узнаешь, и, пожалуйста, он может любой адрес вам сказать. Так что этот список хранится в архиве. Первый год мы еще список держали у себя. Мы, значит, это писали своим этим немцам знакомым, и они нам присылали вот эти карточки военнопленных. Знаете, некоторые были с фотографиями. Дети, которые не видели своих отцов. Они здесь приезжали. Сколько здесь слез, сколько это самое. Многие, конечно, удивлялись. Нигде карточки не было, вот с немецкой карточкой фотографию узнали. А там немцы сами же фотографировали, уже номер военнопленного, соответственно. А вот у нашего отца палец. Видимо, что-то не сфотографировали. Почему? Палец. Кто его знает? Именно палец. У других тоже был палец. Ну, некоторые вопросы задавали такие, а там им не будут платить деньги? Так, тогда спрашивали. А вот Иоахим Гаук, президент, принял решение, вот именно в честь 75-летия окончания Второй мировой войны, выплатить выжившим военнопленным 2500 евро. Ну вот по Калмыкии, говорят, было 4 человека вроде бы как бы нашлись. И многие, вот как Александр Ильич рассказывал, что боялись. Многие ведь ничего не говорили, что он был военнопленным. Их не чувствовали. Хотя Борис Николаевич Ельцин принял, что военнопленных признать как участников Великой Отечественной войны. Есть такой документ. Ну, теперь уже
Можно съездить, да, не отдать, поклониться.